Казахстанец без долгов – это какой-то ненормальный казахстанец. Во всяком случае, из 9 миллионов экономически активного населения кредитную историю не имеют только 1,5 миллиона человек. То есть всего лишь 1 из 6 граждан никогда не занимал деньги под проценты у кредитных организаций. Скоро таких граждан Казахстана и вовсе занесут в Красную книгу. В 2018-м впервые в жизни обратившихся за кредитом было 7%, с начала этого года 5,5%. Кто же это может быть? Ситуацию прояснила исполнительный директор первого кредитного бюро Асим Нургалиева. Оказывается, банки стараются не выдавать кредитов тем, кто моложе 22 лет и старше 45-50 лет. Кроме того, у старшего поколения еще сохраняются рецидивы советского мышления – не быть никому должным. Так и не влезли в кредиты, во всяком случае банковские, 70% сельского населения, жители отдаленных регионов, занятые в сельском хозяйстве. Наверняка деньги им нужны, но с ними не хотят связываться кредитные организации. Непонятно, как оценивать надежность заемщика, у которого нет официальной зарплаты, который не перечисляет пенсионные взносы, не проводит транзакции и вообще неизвестно, есть ли у него карточка. Что же касается нормальных граждан Казахстана, то есть 5 из 6 экономически активных, месячные объемы выданных им кредитов сильно выросли и впервые перевалили за 300 миллиардов тенге, публикует свежайшие данные Первое кредитное бюро. Средний чек выдач тоже подскочил и превысил уровень 500 тысяч тенге. С начала года закредитованность жителей Казахстана увеличилась на 2,8% до 6 триллионов 203 миллиарда тенге. В среднем на каждого должника приходится 1,79 кредита с общей суммой задолженности 914 тысяч тенге. Причем 66% заемщиков свои долги аккуратно выплачивает.